Здравствуйте! Эфир НТРК Ингушетия продолжают новости 24. И в начале выпуска коротко о главных событиях. Решить проблему очередей в дошкольные учреждения. Очередной детский сад откроется в Ингушетии ко Дню Республики. Таргин-2016. Начался прием документов и регистрация его участников. Каким будет очередной молодежный форум? Ингушские студенты стали победителями чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В чем секрет успеха молодых ребят? В Назране завершается строительство детского сада на 80 мест. Финансирование взял на себя Сбербанк. По проекту в дошкольном учреждении предусмотрен бассейн, спортивный зал, а на территории будут оборудованы игровые площадки. Когда же детский сад сможет принять первых воспитанников, расскажет Марина Котиева. На этой строительной площадке задействованы более 40 рабочих. Каждый занят своим делом. Одни во дворе кладут тротуарную плитку, другие разгружают необходимый стройматериал. А внутри объекта работают остальные бригады. Это маляры, шпаклевщики, сборщики мебели и художники, которым поручили роспись стен. Это ответственное дело доверили Азе Исмурзиевой. Кисточкой она владеет еще с детства, а уже с 18 лет преподает в школах урок изобразительных искусств. Занятие довольно кропотливое и требует максимум внимания и усилий, но результат того стоит. К примеру, вот этот рисунок украшает коридор второго этажа. Сюжет довольно известен и выбран не случайно, ведь каждый ребенок, да и взрослый, знаком со сказкой о Золушке. Акварель, эмульсия и кисточка. Вот уже 2 недели главные помощники Азы. Я разукрашу сейчас рамку. Вот мы рамку сами сделали из шпаклевки. Прямо на стенку накладываем шпаклевки и вот делаем такой рисунок. Потом разукрашиваем. Работать 10 дней, это понятное дело, что нелегко, потому что там очень много сюжетов. Вот эту каждую мелочь нужно разрисовать. И если где-то даже где тоненько, кисточкой нужно работать, на это очень много времени уходит. Кстати, работает женщина не одна, а вместе с мужем и сестрой, которые помогают ей и подсказывают, где это необходимо. У этой бригады остался еще сюжет не менее известной сказки «Колобок». И этот горный пейзаж, который будут украшать первый этаж здания детского сада. И роспись стен будет завершена. В больших светлых спальнях и игровых комнатах уже начали собирать мебель. В садике есть пищеблок, разноцветные коридоры, санузлы, уже обитые кафелем и оснащенные сантехникой. Но это еще не все, чем порадует детишек. В этом садике для детей предусмотрено практически все, в том числе и вот такой красивый бассейн. В общем-то, он уже завершен, на стенах и на полу уже имеется кафель, а сам бассейн обит вот такой вот красочной мозаикой. Основные работы уже завершены, ведь сроки сдачи объекта близятся к концу. Кстати, возведением этого детского сада занялись еще весной прошлого года. Он рассчитан на 80 человек. По плану графика у них сдача, и согласно плану графика остаточной работы до дня сдачи объекта 8 наименований объекта, то есть работ. Это начиная от расстановки инвентарного мебели, заканчивая благоустройством уличной территории с учетом размещения всех уличных детских игровых площадок. Всего в Назране построено 7 государственных садиков, а этот 8-й – подарок Сбербанка. Садик должен помочь хотя бы частично разгрузить электронную очередь, в которой, кстати, стоят около 6 тысяч детей. Сдать объект планируют в конце мая, но официальную церемонию открытия приурочат ко Дню Республики. Марина Котиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Получить любую государственную услугу, не выходя из дома и минуя утомительное ожидание в очередях. Это стало возможным благодаря интернет-порталу госуслуги.ру, который предоставляет более 28 тысяч государственных и муниципальных услуг. Несомненный плюс единого портала – это межведомственное взаимодействие. О остальных его преимуществах расскажет Магомед Асканов. Пользоваться самыми разными услугами, которые предлагают населению государственные и муниципальные органы, стало очень удобно в условиях развития электронного правительства. Интернет-ресурсы все шире охватывают сферы деятельности человека. Теперь, чтобы получить необходимый документ в любой из госструктур или просто записаться в очередь к врачу, нужно всего лишь иметь выход в интернет. Удобный интерфейс и доступное меню облегчает работу с сайтом любому пользователю. За эти годы портал госуслуги стал довольно популярным среди жителей и
нашего региона. Что такое портал? Мы заходим в госуслуги.ру. Два варианта. Регистрируемся, новые регистрируются, то есть вбивают мобильный телефон, фамилия, имя и вбивают свою почту электронную. После этого происходит дальнейшая регистрация, вбивают свои паспортные данные и все остальное. Или же, если человек зарегистрирован, вот я сейчас зарегистрировал, зашел в свой личный кабинет, и я могу увидеть, что я дальше могу здесь делать, какие услуги. Итак, смысл заключается в том, что некоторые услуги, такие как получение паспорта, загранпаспорта, постановка на учет автомобиля, оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения и многое другое, можно получить, сидя за своим компьютером, на работе или же дома. А для этого нужно просто зарегистрироваться на самом сайте. В подтверждение регистрации пользователю придет простая электронная подпись, которая нужна при заказе той или иной услуги. Занимает это обычно не меньше 2 недель, но ускорить процесс можно в любом офисе многофункционального центра, который теперь также пользуется большой популярностью у населения. Получать государственные услуги можно по принципу одного окна в так называемых многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Принцип этот заключается в том, что заявитель, то есть гражданин, обращается всего дважды за услугой. Первый раз за запросом услуги, а второй за получением результата. Следовательно, собирать какие-либо справки, выписки и прочее ему уже не надо. Этим будет заниматься специалист МФЦ с помощью межведомственного электронного документооборота. Плюс во всех отделениях МФЦ стоят специальные информаты, на которых сотрудники центра наглядно объясняют, как пользоваться сайтом Госуслуги.ру и отвечают на вопросы посетителей. Сейчас на портале предоставляется более 30 тысяч государственных и муниципальных услуг, и его посещаемость достигает почти 7 миллионов человек в месяц. Помимо прочего, на сайте можно зарегистрировать автомобиль и подать заявку на получение водительских прав. Намного легче, конечно, в очереди не надо стоять, так как детей не с кем оставить. Тихонько заходишь в интернет, забиваешь, регистрируешь. Намного легче, конечно. Для нас, для всех, конечно. Но самое удобное ноу-хау – это, конечно же, мобильное приложение портала услуг. Специально разработанная программа позволяет получить услуги, просто достав из кармана телефон, конечно же, с интернетом. Первое требование для того, чтобы пользоваться этим приложением, человек должен быть зарегистрирован на портале, то есть он может либо сам зарегистрироваться, либо прийти в МФЦ. Удобнее всего прийти в ближайший МФЦ, заказать услугу регистрация в ЕСИА, его зарегистрируют, дадут ему пароль, и уже когда он зайдет на этот сайт, на портал, он будет подтвержден. У него будет более 90% подтвержденных данных, и ему просто работать и применять услугу. Сам Анзор Аушев заблаговременно осведомлен, в каком месте он нарушил правила, а своевременное оповещение, приходящее на приложение, позволяет погасить штраф, пока размер его минимальный. Одно из главных достоинств портала госуслуг – возможность, не выходя из дома, получить любую государственную услугу, а заблаговременно оформив заявку, сократить время получения необходимой справки с нескольких месяцев до каких-то 15 минут. Никаких утомительных очередей и ожиданий. На Госуслуги.ру все предельно быстро и просто. Магомед Асканов, Адам Далаков. Новости 24. Круглые столы, лекции, экскурсии, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия. В живописном горном районе Ингушетии пройдет молодежный форум «Таргим-2016». В этом году он будет носить региональный статус. В нем примет участие активная молодежь только из нашей республики. Как оказаться в их числе и представить на форуме свой бизнес-проект, расскажет Ирина Цичоева. К проведению молодежного форума «Таргим-2016» в Республиканском комитете по делам молодежи готовится вовсю. В этом году форум будет носить региональный статус. В нем примет участие активная молодежь только нашей республики и станет площадкой для подготовки наших ребят к участию в традиционном северокавказском молодежном слете «Машук-2016». Участие в форуме «Таргим» – это реализация своих целей и бизнес-проектов, получение грантов, а также обмен опытом между представителями активной молодежи и студенчества. Ну а тем, кто еще думает над своим участием в форуме, в КО молодежи напоминают, что время еще есть, регистрация только началась. Заявки поступают, все, что необходимо, атрибутика, все необходимые материалы у нас уже все готово. Также мы подключили МВД по республике, будет сопровождение ребят, и уже 26 числа мы будем выезжать в место проведения форума Лок-Арамхи. Заявки будут приниматься до 22 числа, до 22 мая. Для того, чтобы подать, необходимо перейти на наш сайт kdm06.ru, скачать заявку, заполнить и направить на адрес, который указан уже в статье нашей.
В рамках форума будут проходить круглые столы, лекции, экскурсии, мастер-классы и культурно-досуговые мероприятия. Если участники форума будут только из нашего региона, то специалисты для проведения многочисленных тренингов приглашенные со всей страны. Впрочем, помимо регионального статуса, у нынешнего Торгима 2016 еще много отличий. В отличие от прошлого года, в этом году у нас будут 10 ведущих экспертов, которые входят в дирекцию форума Машука, а также являются экспертами на форуме Машук. Они будут ребят обучать, готовить, подсказывать, помогать им готовить их проекты. Вот это новинка. Также будут эксперты нашей республики, то есть наши ингуши будут тоже помогать ребятам. Основная цель форума в этом году – это помочь им правильно писать проекты, переносить свои идеи на бумагу. Помимо прочего, в рамках форума его участники обсудят перспективу молодежной политики. Этапов для проведения предторгима на этот раз не будет. Все участники форума встретятся в конце мая в день заезда в Джарасском районе республики. Рина Сычуева, Адам Далаков, Новости 24. Успешно блеснули знаниями. Ученики Северокавказского топливно-энергетического колледжа Ингушетии завоевали первое и второе место на чемпионате WorldSkills. Магомед Мамилов и Имал Сагивлоев, именно так зовут лидеров конкурса, уверены, что накопленные ими знания помогут им в дальнейшей самореализации. А пока победители межрегионального чемпионата WorldSkills активно готовятся к национальному этапу. А о том, как чествовали победителей чемпионата, расскажет Мадина Пугоева. Победители межрегионального отборочного чемпионата СКФО молодые профессионалы в родном колледже встречают зажигательной лезгинкой. Под нескончаемые овации и море аплодисментов юных мастеров своего дела награждают почетными грамотами и подарками. От такого чествования оба молодых парня даже потеряли дар речи. Мы решили орлу подарить орла. Месяцы упорных тренировок, практических и теоретических занятий дали свои плоды. Воспитанники Северокавказского топливно-энергетического колледжа Ингушетии все же смогли выйти на новый уровень, завоевав первое и второе место на конкурсе. Для Магомеда Мамилова, студента информационного отделения, победа на межрегиональном этапе чемпионата станет своего рода билетом в профессиональное будущее. Разработка сайтов, их дизайн, оформление, графика, программирование и знание компьютера от и до позволит молодому и перспективному парню не просто получить диплом высококлассного программиста, но и найти себя в сфере инновационных технологий. Когда я даже учился в школе, у меня был интерес к программированию. И поэтому именно я выбрал профессию программиста. Я пошел сюда учиться в этот колледж для того, чтобы набраться базы, для того, как пойти учиться в институт. В дальнейшем я собираюсь уже пойти на работу и уже заочно продолжить свое обучение. Эти непонятные символы на доске для учащихся отделения информационных технологий – целая формула создания сайта. Вместе со своим преподавателем Магомед Мамилов объясняет новобранцам специфику оформления интернет-проекта. Для будущих программистов Магомед отныне будет настоящим примером упорства и труда. Впрочем, свои знания в сфере электромонтажных работ блестяще демонстрирует Имал Сагивлоев, сумевший достойно представить республику на межрегиональном отборочном чемпионате профессионального мастерства. Если будем торопиться, там ты перепутаешь фазный провод и ноль, там будет короткое замыкание и тебя аннулирует. Все это работает. Век высоких технологий, молодежь все больше стремится получить высшее образование по таким престижным профессиям, как экономист, бухгалтерский учет и так далее. Однако с учетом глобального экономического кризиса и масштабного строительства в республике различных социальных объектов было бы логичнее делать акцент на такие специальности, как, например, сварщик или строитель. Сегодня рабочий получает больше, чем инженер. Сегодня рабочий в разы востребован, чем юрист, чем экономист. Сегодня, имея профессию электромонтажник, сварщик, токарь, можно прокормить семью, можно заработать деньги, можно смотреть будущее спокойнее. С началом нового учебного года студенты Северокавказского топливно-энергетического колледжа из тесных кабинетов переберутся в просторные и светлые корпусы. Их строительство сейчас идет полным ходом. Таким образом, учебное заведение расширяет свои возможности и уже через несколько месяцев будет готово принять на обучение еще больше студентов. Ну а пока победители межрегионального чемпионата профессионального мастерства активно готовятся к национальному, который стартует уже 23 мая в Москве. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. У меня на этом все. Смотрите в 19:00 выпуск ингушских новостей с Фатимой Гагиевой. Ну а я с вами прощаюсь. До завтра.